В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня в кресле игрока заведующий экспозиционно-выставочного отдела Государственной галереи имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аслан Джабраилов. Аслан, маршал. Деляр маршал. Очень приятно вновь оказаться в этой студии. Я думаю, каждый раз я буду сюда приходить вновь и вновь, чтобы наконец-таки выиграть в этой игре. Есть такая надежда. Я тоже рад тебя видеть, Аслан, вновь. И на самом деле философских вопросов в этой студии вроде не было, по крайней мере от меня. Тем не менее, сегодня у меня был бы такой вопрос: где грань между искусством, вандализмом и ремеслом? Вопрос, конечно, интересный, но вообще мы знаем, что в любом деле есть определенная грань, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Есть также такое понятие, как от непристойного до приличного, чего-то общедоступного, понятного, тоже очень такая тонкая грань. Я думаю, что это зависит индивидуально от каждого человека, поскольку каждый человек обладает определенными качествами, духовными, нравственными качествами, которые его сдерживают. И вот мне кажется, что вся эта грань держится именно индивидуально на каждом человеке в отдельности. Это мое личное мнение. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. 50 на 50, наверное. Еще одну подсказку. Звонок другу. Звонок другу и 50 на 50. И первый вопрос звучит так. Для чего предназначались нижние этажи жилой башни? Хранение продуктов, содержание скота, выполнение религиозных обрядов, проживание. Но вообще башня, она в любом своем предназначении, будь то боевая, сторожевая, ну и жилая, соответственно, она имеет несколько этажей, как мы знаем. И насколько мне это известно, вообще на первом этаже вообще содержался скот. Это, на мой взгляд, самый такой верный, правильный вариант, с учетом того, что, естественно, что скот, хлев, он должен где-то находиться, а самым таким подходящим в данном случае является именно нижний этаж. Я думаю, что это вариант ответа Б. Содержание скота, да. 2 нижних этажа башни предназначались для скота. На первом этаже держали крупный рогатый скот и лошадей. Часть помещения отгораживалась для хранения зерна. Это абсолютно верный ответ. На втором содержали овец и коз. Этот этаж имел отдельный вход. Скот загонялся на второй этаж по бревенчатому настилу. А третий этаж в трехэтажных башнях второй служил жилищем для семьи. Там же хранилось имущество семьи. На последнем этаже хранился инвентарь и продукты. Данный этаж использовался и в военных целях в случае нападения. На плоской кровле ставился котел со смолой и заготавливались камни. При осаде башни их сбрасывали на врага. Второй вопрос. Какая традиция древности сохранилась по сей день при строительстве нового дома? Постройка дома только из дерева, построить выше, чем у соседа, укладывание в фундамент камней из старого дома, избегание любых связей с прошлым. Ну, если учитывать данный период времени, конечно же, есть те, кто по большей части старается построить выше, чем у соседа. Это даже и без шуток, по факту мы, я думаю, знаем. Это вполне такая знакомая практика. К сожалению. Ну, к сожалению, да, конечно. Ну, дома из дерева, точнее, дома уже мало кто строит в наш современный век. Укладывание в фундамент камней из старого дома. Ну, возможно, такое тоже где-то практикуется. Так, и избегание любых связей с прошлым. Но я бы не сказал, что связи с прошлым у нас при строительстве домов стараются избегать. Сейчас наоборот, национальный колорит, он только приветствуется, как мы знаем, да, вот и плетенка. Хотя, наверное, скорее всего, заборы строятся повыше, но есть те, кто, конечно, стараются вот что-то свое национальное все-таки привнести при строительстве того или иного дома. Так, ну,
Я все-таки остановлюсь на варианте С, поскольку все-таки укладывание фундамента камня из старого дома, оно зачастую имеет место. Ответ С. Ответ С. При строительстве новой башни в ее стену укладывались камни с петроглифами и старые. По этой причине камни с петроглифами нередко выделяются по характеру обработки и цвету. Традиции ритуального использования элементов старого жилища в новом строении сохранились до сих пор. Это абсолютно верный ответ. При строительстве нового дома чеченец всегда укладывает в фундамент хотя бы камень из старого, чтобы перенести оттуда и благодать. Третий вопрос. Какого мастера в старину содержали на общественные средства? Кузнеца, ювелира, гончара, плотника? Я думаю, все эти мастера, они, конечно же, являются крайне важными во все времена. Но если мы будем брать именно старину, то, как мне кажется, все-таки это был кузнец. Кузнец. Вариант А. Значительное развитие получило у чеченцев одно из древних ремесел – кузнечество. Почти во всех селах кузнецы содержались на общественные средства. Сельское общество выделяло кузнецу из своего фонда пай, предоставляло право выпаса скота на общественном пастбище, освобождало от натуральных повинностей, уплачивало хлебом по 2 меры кукурузы или же деньгами по 50 копеек с каждого двора. Кузнецы были в каждом селении, в горных по 1-2, в больших равнинных селах их число доходило до 5-6. Абсолютно верный ответ. Обычно кузнец не только изготовлял новый или чинил старый нехитрый хозяйственный инвентарь сельчан, но и занимался слесарным ремеслом. Четвертый вопрос. Когда мать жениха дарила 2 деревянные ложки на одном кольце? После свадьбы, при рождении первенца, после появления первого мальчика, при переселении молодеженов в отдельный дом? Ну, вообще, судя по вопросу, скорее всего, сам вот этот процесс, эта традиция, она, скорее всего, соответствует именно завершению основной части свадебной церемонии, на мой взгляд. Возможно, это делалось для того, чтобы укрепить семейные узы, чтобы сформировалось взаимоуважение, любовь, понимание у молодоженов. Но я думаю, это вариант А, после свадьбы. Вариант А. Проверим. После свадьбы мать жениха дарила сыну и молодой снохе 2 деревянные ложки на одном кольце с их именами. Это абсолютно верный ответ. Ложки вырезали искусные мастера из цельного куска дерева. Это означало, что молодые соединили свои судьбы навсегда и что их может разъединить только смерть. И молодые в первое время ели этими ложками. Отсюда еще одна чеченская пословица: делящие между собой трапезу не могут быть недружными. Затем ложки вешали на стену в комнате, где они жили, и связка была своеобразным талисманом семьи и символом ее прочности. После смерти одного из супругов ложку умершего отрезали от кольца. После смерти обоих на стене оставалось висеть только кольцо с их именами. Со временем их накапливалось не меньше 7, так потомки запоминали имена своих предков по 7-е колено. Вот этот обряд существовал до выселения нашего народа 1944 года. Пятый вопрос. Какого признака чеченского тейпа не было? Коллективной собственности, наличие совета старейшин, запрет на брак между представителями одного тейпа, оказание отдельным представителям тейпа помощи в случае бедствий или несчастий? Так, чеченские тейпы. Это очень такая интересная и актуальная тема в наш век, да? Но если говорить про запрет на брак между представителями одного тейпа, я думаю, что это маловероятно сюда подходит. Также оказание отдельным представителям тейпа помощи в случае бедствия или несчастья, взаимовыручка и помощь у чеченского народа были всегда. Тем мы и ценимся как народ. Наличие совета старейшин. Я думаю, что не было какого-то схода старейшин у отдельно взятого тейпа. Я думаю, что они собирались как-то вот полноценно, в общем. Так, и коллективная собственность. Коллективная собственность, мне кажется,
какого признака чеченского тейпа не было. У меня есть такое подозрение, что все-таки наличие совета старейшин, мне кажется, Не быть было. не могло именно с учетом данного вопроса. Мне кажется, что вариант Б здесь все-таки маловероятен. Я имею в виду, он подходит, но он не соответствует тем критериям и тем признакам, которыми можно характеризовать тот или иной чеченский тейп. Может, 50 на 50, если ты не уверен? Так, ну, лучше, наверное, все-таки попробовать 50 на 50, да. Уберите два неверных варианта ответов. И у тебя остается А и С. Не, но все-таки запрета на брак между представителями одного тейпа, мне кажется, его не существовало. Наоборот, мне кажется, что тейпы, они сплочались тем, что они укрепляли родственные отношения таким образом. Вполне возможно. Так, ну ладно, пускай это будет вариант С, запрет на брак между представителями одного тейпа. Представители одного тейпа далеко не всегда родственники, они могут проживать в разных уголках республики и даже не знать друг друга. И все же нет родства более обязательного и требовательного, чем братство по тейпу, потому что тейп для чеченца важнее паспорта. Право на общинное землевладение было у представителей одного тейпа. Каждый тейп имел свой совет старейшин, тейп-анкел. Оказание отдельным членам тейповой помощи в случае бедствия или несчастья также имело место быть. Вообще, взаимопомощь раньше была жизненно необходимой для выживания. Чеченский тейп не экзогамен. Абсолютно верный ответ. Более того, не экзогамен и гар. Правда, внутри некоторые жители одного поселения обычно не женились и не выходили замуж. Безусловный запрет накладывался на брачные союзы внутри цанцинах, особенно если они жили в одном населенном пункте, поэтому запрета на браки между представителями одного тейпа не было. Шестой вопрос. Какой чеченский актер сыграл роль Кадыра в фильме «Расстанемся, пока хорошие»? Альвидениев, Муса Дудаев, Дагун Амаев, Ахьят Гайтукаев. Так, это, скажем так, все эти актеры, они, конечно же, являются выдающимися деятелями творческими. И наиболее чаще из всех здесь перечисленных фильмах снимались, играли в основном Дагун Амаев и Муса Дудаев. Мне кажется, что по типажу, по именно самой фильмографии, что ли, скажем так, все-таки, мне кажется, эту роль сыграл Дагун Амаев. Вариант С. Останемся пока хорошие. Это художественный фильм Владимира Мотыля, экранизация новеллы Дудка Старого Хасана из романа Фазиля Искандера Сандро из Чегема. Один из героев ленты Кадыр, которого сыграл Дагун Амаев. Абсолютно верный ответ. Сюжет фильма заключается вот в чем. Баграт, абхазский горец, ставящий честь и справедливость выше всего. Княгиня не может вынести того, что Баграт побеждает во всех соревнованиях ее сына, и все хорошие качества Баграта лишь вызывают ее зависть. Был у него великолепный конь, и стал этот конь предметом раздора и смерти сына княгини. Седьмой вопрос. Для чего молодой человек в старину разрубал связку кизиловых прутьев толщиной в собственную талию? Чтобы заслужить право носить саблю, для защиты от злых духов, в целях демонстрации готовности жениться, для вступления в армию. Что не вопрос, то очередная порция и пища для размышлений. Так, ну если так по каждому варианту пройтись и немного так подумать, то я сразу отметаю вариант для защиты от злых духов. Это исключается. Для вступления в армию у нас постоянно действующей армии не было, как мы знаем, из истории, по крайней мере. В целях демонстрации готовности жениться тоже вариант имеет право быть, но я все-таки думаю, что вариант А здесь больше подходит, чтобы заслужить право носить саблю. Ответ А.
Чтобы заслужить право носить саблю, необходимо было одним ударом разрубить связку кизиловых прутьев толщиной в собственную талию. Абсолютно верный ответ. Поэтому, чем тоньше был молодой человек в талии, тем легче ему было завоевать это право. Связку прутьев разрешалось разрубить, положив на землю, поставив торчком к какому-нибудь углублению или подвесив к чему-либо. Делать это нужно было обязательно при свидетелях. 8-й вопрос. Какой тейп получил название из-за своей военной специализации? Энгиной, Белгатой, Парчхой, Цой. Так, Белгатой, Энгиной, Парчхой, Цой. Белгатой. Это надо же как, а? Насколько мне известно, есть такой тейп, который не входит в варианты ответов, указанных здесь на экране. Тейп Хой, которые являются стражниками, насколько мне это известно. Пхар Чхой, ну а слово пхар мы знаем, это мастер. Насколько я этимологию этого слова так знаю. Белгатой, они, если я не ошибаюсь, имеют отношение к земледельцам, возможно. Так, есть Цой. Ну, мы знаем, есть местечко Цой-Пиде. Некрополь, так называемый, да? Из тех тейпов, которые здесь указаны, наиболее подходящим, мне кажется, тейп Пхарчхой, вариант С. Вариант С. Свое название тейп мог взять от местности, реки или села, где проживали его представители. Часто род назывался в честь основателя. Энгиной происходит от предка Энгана. В семантике некоторых тейпов можно углядеть название профессий. Так, представители тейпа Белгатой в исторические времена были земледельцами. Цой – это жрецы до исламского периода. Есть среди тейпов и те, которые получили свое название из-за своей военной специализации. Историки Исмаилова и Виноградов, этнограф Сулейманов описывают название Парчхой как лучники-стрелки. Хой – это стражники, как ты говорил. Чечен-хой – это воины, носившие чачан, чешуйчатые кольчуги. И следующий вопрос, 9-й. Какая горная вершина нашей республики самая высокая? Тебулу-Самта, Чайлях-Канчи, Бандук, Варгилам. Лучше гор могут быть только горы, да, как говорится. Так, ну, название. Говоря по правде, вот несколько названий для меня новые. Возможно, где-то я и слышал, но я все-таки осмелюсь предположить, что данный вариант, но он мне знаком, я не буду врать, я и ранее был наслышан об этой горной вершине, которая достигает высоту, если я не ошибаюсь, 4492 метра. Высота данной вершины. Это Тебулу-Самта, если я правильно произнес, вариант А. Ответ А. Вершина Тебулу-Самта – самая высокая точка Чеченской Республики и всего Восточного Кавказа. Абсолютно верный ответ. Ее высота, как ты сказал, 4492 метра. Рассказывают, что на склонах горы по сей день можно увидеть вмерзшие в лед тела древних воинов, пытавшихся завоевать наши земли. 10-й вопрос звучит так. Когда состоялось Гурдалинское сражение? В 1851 году, 1852, 1853, 1854 году. Так. Мы на пике, да? Сложных вопросов. Ну, судя по всем этим датам, по хронологии, это речь идет о Кавказской войне. Соответственно, судя по названию сражения и места, где это произошло, это, возможно, селение Гурдали.
Так, а если так географически говорить, там рядом еще протекает река, название которой я постараюсь вспомнить. Это река Мичик. Может, я неправильно произнес, или вот, может, в ударении был неправ, но река, по-моему, называлась именно так. Сложнее, наверное, мне будет вспомнить именно точную дату. Я все-таки постараюсь это сделать. То, что это не 1853 год и не 54 год, это точно. Варианты остаются два. 1851 год или 1852 год. Так. Кавказская война, которая окончилась официально в 1859 году. До этого времени было много разных крупных сражений кровопролитных. Все-таки я рискну и предположу, что год был 1852. Так, это окончательный ответ? Окончательный вариант ответа, вариант Б, 1852 год. Гурдалинское сражение – один из эпизодов Кавказской войны. Сражение между отрядом отдельного Кавказского корпуса, Кавказской армией под командованием полковника Бакланова и чеченскими войсками под руководством Наиба Эски Хулхулинского произошло 11 августа 1852 года. Целью похода было разрушение аула Гурдали. Русским удалось ворваться в аул, но из-за катастрофических потерь Бакланов вынужден был отступить и принять свое поражение. Аслан, ты абсолютно победитель, я тебя поздравляю. Наконец-таки это свершилось. Небольшой подарок нашей телерадиокомпании. Вам огромное спасибо. Благодарен, что пригласили. Желаю, конечно, в первую очередь вам лично и самой передаче, всему каналу, процветания, новых проектов, удачи во всех ваших начинаниях. Это очень полезный сам по себе проект, потому что ты не просто отвечаешь на какие-то вопросы, ты плюс еще для себя ставишь определенную цель восполнить тот пробел, ту брешь, которая есть в твоих знаниях. Аслан, я рад, что ты принял приглашение, пришел. Гор, что ты победил. Дала тубел, дала тебя обязательно. Амин да Ресул, далее это больше. Давай, Исхал. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикёйл Маршойл.